кто здесь сейчас ведет деятельность? Кто ИП? Швец. Швец? Журнал проведения уборки, дезинфекции помещения, перчатки, журнал измерения температуры. Это есть? Ну, измерение этот есть. А где можно есть. посмотреть? Журнал измерения температуры, Журнал нет. рециркулятор, где обеззараживатель воздуха, есть? Нету. Чем вы моете полы? Хлором. А где? Каким средством? Можем посмотреть? Средство быстро. Кончилось? То есть на данный момент вы ничем не моете? Моем? А где ваши средства? Средства можем посмотреть? Ну, средство Хлорку. А когда кончилось? Прям только что, да? Вчера. Вчера закончилось, да? Хорошо, когда вы последний раз делали уборку? Каждый день. Ну, если средство кончилось вчера, то Чем сегодня вы не делали? делали? Чем? Чем? Хлором? А где хлорка? Нету хлора. А чем вы тогда делаете уборку? Сегодня купим. А сегодня купите, Да, да? да. Ага. Чем вы температуру измеряете? Температура не есть. А где? Пойдемте посмотрим. Нет, это, извините, это температура воздуха, температура тела, чем вы измеряете? А вы проверяете работники, когда приходят в магазин, как они себя Каждое чувствуют, чихают или нет? Каждое утро. Можно? Жить-то будете, нет? 36, 34,6. То есть неисправен, да? Он не работает, а там написано, батарейка разряжена. А где у вас антисептик? Можно руки побрызгать? Спирт или что? Нет. Ну это вода просто же. Это вода? Просто вода. А сертификат есть на это? С той стороны еще можно сделать. Ага. Тут что-то вроде пахнет. Ага. А что здесь? Не знаю. А какая жидкость? Литровый налили. А покажите, пожалуйста. Покупаем магазин. Ну, на нее должен быть сертификат. Вы же знаете то, что были жидкости, которые были ядовитые для применения. У вас есть на эту жидкость и на нее сертификат? Мы не знаем. А у девушки что, нет документов на работу? Ни у кого нет никаких документов вообще. А санитарные книжки есть? У вас санитарная книжка есть? Покажите, пожалуйста. Первые здесь старые, потом пробиваемые. А вот к работе допускается какое 20 число? год. 15 октября 2020 год. На что я здесь хочу обратить внимание, то что у нас ситуация с ковидом идет с марта. То есть здесь нету ни обработки. Посмотрите, по поводу разметки, социальной дистанции, мы это видим только на очереди. По залу этого нету. Также мы здесь не наблюдаем обеззараживатели, рециркуляторы. То есть на такое помещение здесь нужно не один рециркулятор хотя бы. То есть находиться в этом магазине небезопасно для здоровья самих покупателей. А вот к продукции вопросы есть, которые вот осмотрели? Уборочный инвентарь, на полу товар стоит. Внимание, обратите, это нарушение очень серьезное. Товар должен стоять только на поддонах. Элементарно поддоны должны быть. Общее состояние магазина неудовлетворительное по санитарным нормам. У меня также есть вопросы к ценообразованию этого магазина, потому что двойные ценники. На одном цена стоит меньше, на втором больше. На ценниках отсутствует подпись, печати и дата, когда был этот ценник напечатан. То есть по цене здесь не поймешь, цены завышены, в том числе на рис, сахар, муку и растительное масло. Это социально значимый товар. В рамках плана работы Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательства при главе города сегодня были осмотрены несколько объектов с признаками нелегального предпринимательства. Первый объект, где были выявлены достаточно грубые нарушения санитарного законодательства, это, получается, у нас торговый центр БЭС по Бестужево-Марлинская, 51. Там в наличии имеется просроченная продукция, которая, судя по всему, перефасовывается как весовой товар.
Также есть нарушения по хранению продукции. Это куриные яйца с истекшим сроком годности. Также в этом объекте были выявлены помещения для проживания работников. Работники со слов не имеют трудового договора с предпринимателем, осуществляющим деятельность в этом объекте. Информация по результатам будет направлена в прокуратуру города Якутска для принятия мер уполномоченными контрольными органами.